Александр Габышев, якутский шаман-воин, дал свое первое интервью после освобождения из психиатрической клиники. Интервью вышло на сайте Саха Дэй. Мой поход отложен, он изменился. Поход подразумевает, что я пойду с отрядом. Сейчас планы у меня изменились по некоторым обстоятельствам. Не собираюсь призывать отряд в поход, пусть это будет только с разрешения властей и только как мое личное кругосветное путешествие по земному шару. Все должно быть официально и с разрешения властей, говорит Габышев. Он благодарит пациентов и врачей ЕРПНД, сообщает, что в больнице с ним обращались хорошо. Вопрос корреспондента. Раньше вы говорили, что идете свергнуть нашего президента. Сейчас вы такие планы не строите? Ответить я могу так. Судьба президента только в его руках и в руках Бога. Это кто как поймет. Захотят, пусть понимают по-философски. Если кто-то решит понять по-житейски, то пусть будет по-житейски. Ответ мой короткий такой. Как считаете, почему стали столь популярным, почему о вас писали почти все СМИ, включая мировые? Потому что трактовал положение дел в мире и России через призму веры, философии, поэтому стал популярным. Не потому, что это связано с политикой, это было позже. В первую очередь, как философ, религиозный человек. Не считаете ли, что вы высказывали желание многих людей о том, что нужна сменяемость власти, что люди должны жить лучше, а власть не способна сейчас обеспечить это? Может, в этом и есть какая-то доля правды, но я сейчас считаю, что насильно менять уклад жизни невозможно. Люди не готовы к этому. Большинство людей привыкло жить спокойной и мирной жизнью. И в этом была моя ошибка. Я вовлек людей в свои фантазии, в свои сказки. Моя прошедшая жизнь – это всего лишь моя сказка была. И я был в розовых очках и смотрел на мир однобоко. Возможно, даже пытался навязать свое мнение. И это неправильно, потому что большинство людей хотят жить так, как они живут. И это я понял. А что вам помогло это понять? Судьба моя, мой жизненный этап. Пришло познание. Как эти познания пришли, может, кто-то помог, объяснил, разъяснил. Нет, это просто мои умозаключения. Даже есть поговорка «насильно мил не будешь». Пока еще рано жить в мире моих сказок. Но дело в том, что многие люди поддерживали вас. Кто-то поддерживал, кто-то нет. Не все поддерживали меня. Большинство людей живет своей жизнью. Поддерживало, наверное, активное меньшинство. Меньшинство не должно диктовать свою волю большинству. Сотрудники ФСБ с вами встречались, беседы с вами проводили? Нет, ни в больнице, ни после выписки не встречались. Сейчас вы не поддерживаете связь с членами своего отряда. Нет, но лично Ворону, моему правому крылу, хочу сказать следующее. Ворон мой, возьми пример с меня, займись обустройством личной жизни, устройся на работу, ухаживай за родителями, наладь свое семейное положение с Натальей, в своем блоге освещай вот эту сторону своей жизни. А моим друзьям местным отряд, как было записано это интервью, под давлением, не под давлением, об этом судите, конечно же, сами, читайте внимательно, слушайте, что говорит шаман. И как говорит он же сам, кто как поймет, захотят, пусть понимают по-философски. Если кто-то решит понять по-житейски, то пусть будет по-житейски. Если понимать по-житейски, то да, поход закончен, шаман уже не тот. И сказал он в этом интервью, в принципе, все, что можно, все, что нужно было, чтобы он сказал для властей.